На ТНВ в прямом эфире новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Дело мастеров боится. Нет каких-то вопросов с упреком. Депутаты Госсовета совершили поездку в Кукмарский район. О чем им рассказали жители, услышал Рамиль Шайдуллин. Колоректальный рак не приговор. Если, так сказать, все случится хорошо, она уже в течение суток встанет, начнет питаться. О симптомах, диагностики и лечении одного из самых распространенных онкологических заболеваний говорили сегодня специалисты. Мнение экспертов выслушала и Зарина Ахметова. Лев Толстой и инновации. Труд, он облагораживает человека, а произведение, он наполняет душу. Как предлагают помогать осужденным, узнал Дмитрий Аренин. Готовность к сезону охоты номер 1. Кто-то может остаться без разрешения, если придет позже. Как получить разрешение на охоту и стала ли эта процедура проще? Об этом Алия Хайрудинова. Провести освещение, проложить асфальт и протянуть водоснабжение. И не платить за садик, когда ребенок туда не ходит. Сегодня женщины Кукмара эти вопросы подняли на встрече с женщинами-депутатами объединения Мерхемет Милосердия. Эти проблемы волнуют многих татарстанцев. Встречи прошли на значимых для Кукмара и известных в России предприятиях. Ответы из первых уст услышал и Рамиль Шайдуллин. Прямо сразу же. Уже с порога весь производственный процесс. Несколько хрупких женщин шьют куртки, пальто и комбинезоны, которые потом распродаются по всей России. Это работницы Кукмарской швейной фабрики. Сегодня к ним приехали депутаты-женщины. В Кукмаре 4 таких, 3, скажем так, больших бюджетообразующих предприятия, мощнейшие. Они известные всей республике. И там тоже женские коллективы. В основном женские коллективы. Ну, разве кроме завода металла, посуды. Однако депутаты посетили и его. Это уже традиционная встреча, проходит раз в год. Не в первый раз на ней и литейщик Адель Гатаулин. Больше 10 лет на заводе. На этом заводе, наверное, каждый скажет вам то, что в первую очередь человек здесь становится трудолюбивым человеком. Вот. В плане заработка, да, зарплата у нас хорошая. Вот так в цехах по этапам и производит всю эту прочную посуду. Начиная плавкой алюминия и заканчивая шлифовкой уже готовых изделий. За каждой операцией стоят профессионалы. А работает около 1000 человек. Примерно в месяц у нас потребность где-то порядка 500 тонн алюминия. А это уже валяльно-войлочный комбинат. Но здесь их снова ждут женщины. Вопрос от единственного мужчины. Ребенок заболел. Отцы и матери платят за детей в детский сад. Платят за то, что ребенок туда не ходил. Данный вопрос утратит свою актуальность для многодетных семей. По многодетным семьям уже принято решение не взимать с них плату, если дети не посещают по причине болезни детские и дошкольные учреждения. Это уже с 1 января вопрос решенный. Еще один вопрос волнует непосредственно горожан. Парковочные места. Парковочная зона есть, благоустроенная. Она небольшая, но рядом находится многоэтажное здание, это жилой дом. И вот часто люди с этого дома паркуются на нашей зоне. Видимо, щебень, что ли, их не устраивает. Паркуются они здесь, на асфальте. Ну ладно, давайте на следующий год асфальт туда предусмотрим. Здесь же рассказали и о новом проекте «Наш двор», когда за 3 года на улучшение дворов в республике потратят свыше 50 миллиардов рублей. Все пожелания по этому вопросу и не только депутаты передадут коллегам из следующего созыва. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Кукмар. Как выявить один из самых распространенных видов рака – рак кишечника, и как его успешно лечить? Обсудить ответы на эти вопросы в Казань приехали онкологи со всего Поволжья. В Татарстане колоректальный рак по распространенности стал вторым среди онкозаболеваний. О сегодняшних и завтрашних методах лечения и диагностики Зарина Ахметова. Как самочувствие? Сейчас Габдельбар готовится к выписке. Просил лицо не показывать, фамилию не называть. Не хочет, чтобы знакомые увидели его в таком состоянии. О том, что у него опухоль прямой кишки, узнал после диспансеризации. Химиотерапия, уже потом операция. Сейчас вроде все нормально.
чувствую себя хорошо. В чем причина колоректального рака, то есть опухоли кишки, врачи сказать затрудняются. Но спасти пациента можно, если выявить заболевание при ранней диагностике. По словам специалистов, не нужно ждать симптомов, чтобы обратиться в больницу. Есть очень ранние признаки заболевания. И их можно обнаружить с помощью тестов. Вот эти тесты включены в программу диспансеризации взрослого населения. Вместе имеем честь. Операция в прямом эфире от ведущих хирургов страны для врачей Татарстана и не только. Они используют уникальные методы. Несколько часов и опухоль удалена. Вполне операбельная была ситуация, не последняя стадия заболевания, поэтому основной метод лечения хирургический. Если, так сказать, все случится хорошо, она уже в течение суток встанет, начнет питаться и в течение 4-5 дней может быть выписана. Сегодня, чтобы провести операцию по удалению опухоли кишечника, не обязательно делать большой разрез. Достаточно минимального вмешательства. Это и предусматривают малоинвазивные технологии. С помощью специального оборудования вся процедура выводится прямо на экран. Так тканям пациента наносится минимальная травма, снижается и период реабилитации. Лечение должно быть не только своевременным, но и доступным, потому средств на реабилитацию из бюджета страны в этом году направили в разы больше. Об этом в июне сообщил Владимир Путин. Могу сказать, что особенно по онкологии там значительное увеличение. Мы в 2 раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Ну вот, скажем, для химиотерапии 80 миллиардов было, сейчас 150. В прошлом году в республике рак толстой кишки занял 2-е место в числе онкозаболеваний. Татарстан будет уделять особое внимание как лечению, так и ранней диагностике. Об этом сообщил Рустам Минниханов. Вопросы онкологии очень серьезные. И крупные вот эти центры оснастить самым современным. Но опять-таки, самое главное – профилактики и выявлять все эти проблемы в начальной стадии. Есть и простые способы обезопасить себя. Начать с правильного питания и физических нагрузок. Но забывать про колоноскопию и обследование, говорят врачи, все же не стоит. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Просто разрабатывать лекарства, не имея производства, бессмысленно. В КФУ запускает научно-клинический центр стоимостью 3 миллиарда рублей. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Самое время задуматься о прививках. В Татарстане сегодня стартовала вакцинация против гриппа. Привить планируют каждого 2-го жителя республики. По статистике, за прошлый год среди тех, кто сделал укол от гриппа, заболевших нет. Что советуют врачи, узнала Вероника Гайнудинова. Правую и левую руку. Показать, как не заболеть, на своем примере решила руководитель управления Роспотребнадзора республики. Марина Потяшина говорит, всей семьей прививаются ежегодно. В поликлиниках сегодня есть уже 900 тысяч вакцин. Все они содержат штаммы вирусов, которые ждут в этом году. Прививка бесплатна, однако новой российской вакцины в республике пока не будет. 4-компонентная вакцина содержит еще один дополнительно вирус типа Б. Пока она в нашу республику не поступила. Сегодня поступила вакцина Совигрипп. Гриппом ежегодно по статистике болеет каждый 5-й житель республики. В группе риска люди с хроническими заболеваниями, пожилые и дети. К слову, сейчас уже привиты 6 тысяч несовершеннолетних. Для детей и беременных применяется особый вид вакцины. Это вакцина, которая лишена консервантов, и она более легко переносится. Тех, кто все же заболел после вакцинации в минувшем году, врачи призывают не разочаровываться. Вакцина в любом случае спасет от осложнений. Сейчас самое время для прививки, говорят врачи. Иммунитет успеет сформироваться. Для этого ему нужно от 2 недель до месяца. Всего в Татарстане в этом году планируют привить 2 миллиона человек. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. С опорой на классику XIX века обсуждали, как быть сегодня. Казань присоединилась к всероссийской акции «Воскресение души». Проект, посвященному 120-летию романа Льва Толстого «Воскресение». Она охватывает города, по которым этапам следовала героиня этого произведения, осужденная Екатерина Маслова. Жизнь в тюрьме и после, тогда и сейчас. Параллели провел Дмитрий Аринин. Для героини романа Толстого Екатерины Масловой, как и для многих осужденных XIX века, путь исправления проходил через дорогу в Сибирь, на каторгу, где ждала самая тяжелая работа. Очень долго находились в ситуации, когда можно было направить куда-то преступника за 3-9 земель, там, в Австралию, в Новую Каледонию, в нашем случае в Сибирь, и больше не заботиться. В общем-то, его перевоспитание, он там как-то должен сам прийти к раскаянию.
С годами исправление становилось все более гуманным. О современных подходах к ресоциализации круглый стол. Наша задача, конечно, сделать все, чтобы действительно мы его приняли здесь, на свободе, и центр занятости, который бы мог четко определить место его работы, и семья, которая готова была принять его. Хорошо начал работать исправцентра, это новое. У нас идет место нахождения только надзор. Днем работает во всех, значит, по всему городу организациях, значит, получает за это деньги, выплачивает, значит, долги. Для Екатерины Мастовой ресоциализацией стало то, что наказалось в сообществе интеллигентов, людей, увлеченных светлыми идеалами и благородными целями. Она поняла, что люди эти шли за народ против господ, и она восхищалась всеми своими сотоварищами. Современным заключенным советуют тоже больше просвещаться, а обществу рекомендуют не отталкивать. Труд, он облагораживает человека, а произведение, он наполняет душу. Он заставляет переосмыслить свои поступки. Мы должны друг друга поддерживать. Поэтому, не протягивая руку помощи сегодня ему, мы его толкаем просто на новые преступления. Свой роман Лев Толстой назвал «Воскресенье». В его понимании главное, что произошло – восстание любви из гроба личности. Дмитрий Айринин, Рамзиль Гарипов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В помощь мамам и папам в Казани открылся новый детский сад на улице Рауиса Гареева и Делькей. С его инфраструктурой и воспитанниками сегодня познакомился мэр города Ильсур Медшин. Детский сад рассчитан на 220 мест. Половина из них для малышей до 3 лет. Здесь есть залы для музыкальных и физкультурных занятий, музей и даже лифт. Это уже для детей с ограниченными возможностями здоровья. Садик построен по нацпроекту «Демография». До конца года в Казани сдадут еще 11 детских садов на 2500 мест. Целый концерт мы посмотрели силами наших совсем еще маленьких, юных артистов, но уже какие они талантливые. В таком густонаселенном, растущем микрорайоне все условия созданы для того, чтобы наши детки реализовывали свои вами и Богом данные таланты. Жители 12 тысяч домов в 14 городах республики будут участвовать в анкетировании по новому республиканскому проекту «Наш двор». Об этом сегодня сообщили в Казанском Кремле. Напомним, раздачу анкет начали в понедельник. Это нужно для подготовки совершенно новой республиканской программы по благоустройству дворов. Сейчас через анкеты идет сбор пожеланий жильцов. На листе 7 вопросов: асфальтирование, парковки, освещение, мусорные баки, детские площадки, скамейки, озеленение. Анкетирование поквартирно проводят около 3000 волонтеров. Объемы работы и примерные сроки реализации программы будут известны в ноябре. В новую программу «Наш двор» войдут дома, построенные до 2014 года. В эту категорию не входит микрорайон Салават-Купырэ, однако некоторые пожелания жильцов будут учитываться индивидуально. Известно, что в микрорайоне появится 1800 новых парковочных мест. Президентом республики определены ответственность за подготовку и последующую реализацию программы «Наш двор». Это Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, которое будет формировать стандарт и, в принципе, собственно, сформулирует саму программу, которая будет опубликована. Это Министерство транспорта и дорожного хозяйства, которое будет выполнять внушительный объем строительных работ. Помощник президента республики Наталья Фишман-Бекмамбетова, она будет курировать работу с точки зрения архитектурных решений. Теперь на концерты с ветерком и песней. Ключи от новых микроавтобусов домам дружбы народов республики вручил сегодня Фарид Мухаммедшин. Напомним, сам дом расположен в Казани, у него 12 филиалов. Ключи от автомобилей получили жители Азнакаевского, Апастовского, Дрожжиновского, Новошишминского и Спасского районов. Все это, чтобы поддержать и обновить их материально-техническую базу. Представителям домов дружбы председатель Госсовета Татарстана посоветовал даже на должность водителя выбирать творческих людей. Эти автобусы одни очень такие мобильные. Ничего. С водителем 18. Ну, с водителем 18. Водитель тоже поет и пляшет же, когда едет туда в район с вами. Таких подбирать водителей, талантливых. Спасибо за новые, комфортные, современные автобусы, благодаря которым мы сможем расширить горизонты своей деятельности. Мобильная приемная «Единой России» сегодня приехала в поселок Салмачи. Самые активные жители пообщались с волонтерами и оставили кандидатам в депутаты Госсовета свои наказы. Большинство по благоустройству территории жилого массива. Также в топе пожеланий ремонт дорог, обустройство пешеходных переходов, строительство школы и садика. За 1,5 месяца мобильная приемная партия выезжала более 200 раз. Наказы перевалили за 5000.
Где этот вот лежачий полицейский нужно остановить? Лежачий полицейский нужно остановить возле остановки при повороте на улицу Мира. Вот где остановка как называется? Сегодня мы с вами находимся в Казани. В Казани маршрут построен так, что мы объезжаем отдаленные от центра места. Это жилые массивы. Конечно же, в жилых массивах, в городах очень много проблем. Вот поселки в основном спрашивают вопросы благоустройства территории, капитального ремонта дорог. Я как житель поселка Восточный, Салмыча, нас здесь очень много. Хотел бы, чтобы у нас наши поселки развивались. Активно занимаются рекламной кампанией агитации за 3 дня до выборов и в штабе ЛДПР. Как нам рассказали либерал-демократы, все на финишной прямой. Партия уже полностью подготовила своих наблюдателей, всех обучили, в том числе и дистанционно. Мы хотим, чтобы на этих выборах наши наблюдатели были, в том числе, основным флагом то, что выборы будут в Татарстане честные и чистые. Собираются ли жители республики идти на выборы и почему важно отдать свой голос, мы спросили на улицах Казани и Челнов. Надо сходить. За себя надо проголосовать. Сама как думаешь? Кто, если не мы, как говорится? Что-то должны мы решать, если дается такая возможность. Обязательно. А почему? Ой, пожить хочется получше. Надо ходить, чтобы сам себе выбрал, кого хочется. Поэтому. А то кто-то другой за тебя выберет. Конечно, я пойду на выборы, потому что я считаю, что это наша страна, и как бы мы все ответственны за ее будущее. Я не считаю, это нужно, ходить на выборы. На выборы надо ходить, это гражданская позиция каждого человека. Каждый год хожу на выборы. Я, во-первых, считаю, что это обязательно нужно идти. И надо выбрать достойных депутатов. Собираюсь пойти 8 сентября на выборы, потому что я считаю, что это наш гражданский долг. Конечно же, мы пойдем на выборы, как всегда мы это делаем. И я считаю, что это наш гражданский долг, долг каждого, который хочет жить в стабильной, хорошем стабильном регионе. Я всегда ходил на выборы. Какие бы они ни были, все равно мой голос должен учитываться. Для чего ходить на выборы? На выборы надо ходить для того, чтобы от тебя что-то зависело. Хочешь, чтобы твои интересы как-то учитывались, отстаивай их, борись за них, защищай их. Голос от президента онлайн. Сегодня в Казанском Кремле сообщили, где и как в день выборов проголосует Рустам Минниханов. 8 сентября президент будет в Сабинском районе у мамы и воспользуется новой услугой «Мобильный избиратель». Рустам Нургалевич воспользуется новым правом, которое Центр избирком ввел в республике в этом году. Это мобильный избиратель, который позволяет ему проголосовать по месту нахождения. Ожидается, что он, скорее всего, будет на своей малой родине у мамы и проголосует при помощи этого права мобильного избирателя. Татарстан полностью готов к проведению выборов. Об этом сегодня сообщили в открытом штабе наблюдателей Общественной палаты республики. Ее наблюдатели будут работать на всех 2811 участках. Все они прошли через конкурс. На заседании обсудили готовность избирательных участков, рассмотрели тонкости работы ситуационного центра и подвели итоги предвыборной кампании с точки зрения общественников. Мы видим, как идут дебаты, мы видим ролики информационные. Все это в рамках закона, и поэтому мы с удовлетворением можем констатировать, что тревоги у нас в части соблюдения избирательного законодательства нет. Бесплатный проезд и концерт «Любэ» по браслету. Такой аксессуар будет у тех, кто проголосует на выборах 8 сентября. Как получить 8 бонусов 8 числа. Инструкция у Салавата Мухаммадуллина. 8 сентября – день голосования, и цифра 8 с вами будет все это воскресенье. Например, 8 поводов сходить на свой избирательный участок. Во-первых, вы выполните свой гражданский долг и получите красочный браслет. Прямо не отходя от участка, концерт – это второй повод. Третий – ярмарки по ценам ниже рыночных. Мы впервые дадим возможность каждому избирателю высказаться по поводу программы «Наш двор». Пожелания, предложения. Пятое. В Казани 8 сентября дополнительно будут работать 40 автобусов, на которых можно будет добраться до своих участков. Здесь же 6-й бонус. По браслету, который вы получите, проголосовав, можно будет бесплатно ездить на всех городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Начиная с 2 часов до 6 вечера на площадке у Казани-арены
Будут проходить уникальные соревнования и показательные выступления по экстремальным видам спорта. Будут созданы условия для проведения интеллектуального досуга в виде литературного дворика, соревнования показательные по киберспорту. Давай, наяривай, гитара семиструнная. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Группы Любэ, Ночные снайперы, Виа Волга-Волга. Всех, кто в этот день придет на Казань-арену, ждет праздничный концерт до 10 часов вечера. Вход все по тем же браслетам, которые можно получить, проголосовав. Звезды эстрады будут и в Альметьевске. Начало выступлений в 16:30 на площади Нефтяников. На сцене ждут артистов Бурито и Юлиану Караулову. Нижнекамске, Челнах и вообще по всей республике тоже обещают концерты. И 8-е, вишенкой на торте, в Казани станет праздничный салют ровно в 22:00. Словак Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. 10 дней до первого выстрела. Охотники готовятся к сезону добычи пушнины. Но одним ружьем тут не обойтись. На руках должно быть разрешение. Его начали выдавать сегодня в многофункциональных центрах Татарстана. Только за первый день за заветным разрешением обратилось более 1000 человек. В МФЦ очередей нет, но охотникам советуют поторопиться. Зачем, узнала Алия Хайрудинова. Следы кабанов свежих есть, которые подошли, вот, сгрызли, где пропитался соль. Осень для Алмаза Ахмадуллина золотая пора. Не из-за листьев, из-за охоты. Он весь год подкармливает диких животных. Если лосям по вкусу соль, то кабанам зерно. Свежие кабаньи следы. Пришли на солонец. Раритетное немецкое ружье, которое досталось от деда, спецодежда. К сезону охоты готово все. Говорит, что частая добыча. Заяц-русак и лиса. Были и трофеи, кабаны и лоси. Сейчас все это стало попроще. Как бы любой человек может обратиться в МФЦ без проблем и там же на месте получить путевку. Бумажной волокиты стало меньше, но и количество разрешений на охоту ограничено. Если на куницах предусмотрено 66, то на бобров около 1000. К сожалению, на рысь разрешение получить не удалось. На часах было 8:01, когда забрали единственное разрешение на охоту на рысь. Счастливчиком стал житель Бугульмы. В МФЦ очередей нет. Главное – успеть. Записался заранее, сегодня пришел, все понравилось. Как было раньше, это надо было бегать за егерем, то есть выпишет он, не выпишет. Чтобы получить разрешение на охоту, при себе нужно иметь паспорт, охотничий билет, квитанции об оплате госпошлины и налога за квоту на зверя. Тут же можно оставить и мнение о сезонах охоты. Государство не просто так, они слышат народ и делают все, чтобы улучшить весь сервис. В этом году первые выстрелы прогремят уже 15 сентября. Кто первее придет за разрешением, соответственно, ему достанется. И кто-то может остаться без разрешения, если придет позже. Если оплачена пошлина, налоги, а квоты исчерпаны, деньги можно вернуть. Или это право на охоту перейдет в следующий сезон. Алия Хайрудинова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань, Высокогорский район. Фотографии, сделанные без фотоаппарата или Cartier в Казани. Речь идет о выставке швейцарской пары фотохудожников Франсуаза и Даниэля Cartier. Сегодня экспозиция открылась в Центре современной культуры «Смена». Уникальность работ в том, что все они были сделаны без фотоаппарата и из материалов уже не существующего завода «Тасма». Что из этого вышло, увидел Сергей Хайдаров. Мы в Казани на выставке Cartier, но не французского ювелира, а пары известных швейцарских фотохудожников. И оказавшись здесь, на их выставке задаешься одним вопросом. А где же, собственно, сами фотографии? Дело в том, что сделаны эти работы были по уникальной технологии без помощи фотоаппарата. Над ними работали только свет и время. Все это фотобумага, производимая когда-то на легендарном казанском заводе «Тасма». Эти работы уникальны и неповторимы. У каждой свой цвет, а если есть дефект, то это настоящая находка для авторов. Эта выставка как результат изучения феномена Тасмы Франсуазой и Даниэлем Cartier. Это было не просто, так как завод сменил направленность и сейчас делает пленку для медиков. Однако мы нашли уникальные материалы в архивах. Знаем, что в России было 5 подобных заводов. Познакомиться с одним из них для нас большой опыт. Эта выставка точно имеет успех. Взять хотя бы количество людей, которые пришли на ее открытие. Кто-то вдумчиво смотрит на фотобумагу, а кто-то даже ностальгирует по заводу Тасма и временам, когда снимали на пленку. У меня папа работал и на этой фотобумаге, и на этой пленке. И я вот хожу, конечно, вспоминаю, как все это было, как вот выглядит фотобумага, который засветил. Ну, то есть я вот немного детства вспоминаю, мне это приятно. Казанская пленка когда-то она нас спасала. Единственное, тип 17, который
кто-то воровал, и мы покупали. Это было время золотое, и казанцы от этого выигрывали. Это очень интересно и клево. Нужно развивать это направление. Мне кажется, это с каждым годом будет все актуальнее и актуальнее. Это безумно интересно. Уже завтра утром Франсуаза и Даниэль Картье улетят домой в Швейцарию. Каким будет следующий проект, пара не знает, но сказали, что продолжат изучать и работать с материалами Тасмы. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На сегодня все. Больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Я же с вами прощаюсь до завтра. Всего вам доброго. Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой. Где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира. Спасибо Татарстану, спасибо Казани! В Республике Татарстан дан старт 7-му ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кюзлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Полное обследование, лечение, санаторные путевки в клинике-санатории Набережные Челны, праздничные акции. Подробности по телефону 56 53 18. Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222 55 00. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Раньше властелином интернета мог быть только один. Он, она, оно или я. А с новым роутером Дом.ру быстрого интернета хватит на всех. И теперь мы — это снова мы. Та еще семейка. Новый роутер от Дом.ру не просто соединяет, объединяет. Здравствуйте. О погоде через минуту. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно и дождливо, 15 градусов выше 0. На северо-востоке Татарстана небо будет затянуто облаками, но осадков не прогнозируется. Днем до 18 тепла. На севере Татарстана аналогичная ситуация – 16-18 градусов выше 0. На северо-западе республики будет облачно и без осадков, плюс 19-20 градусов. На юго-западе Татарстана будет сухо, но пасмурно, 20-21 градус выше 0. В центре Татарстана небо будет затянуто облаками, без осадков, до плюс 19. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Рост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. В Казани облачно с прояснениями, без осадков. Днем 19-21 тепла. Ветер слабый, атмосферное давление и влажность воздуха в пределах нормы. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.